Доброго воскресного вечера. На телеканале БСТ время подводить итоги недели. В студии Анастасия Ильчебаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Заповедник в огне. В Бурдянском районе пожар захватил уже сотни гектаров леса. На помощь спасателям зовут добровольцев. Локализуем, будем уже размеренно, методично уже устранять сам пожар. Пожар бушует уже третьи сутки. Страдают не только леса, но и ближайшие населенные пункты, которые накрыл смог. Огонь продолжает распространяться, много дыма, даже немножко тяжело разговаривать. Пчелы погибли, меда не будет. В Чешминском районе пасечники подсчитывают убытки. Слышал, что гула нет на пасеке. Подхожу, и вот такая вот на литках такая история уже вижу. Пчеловоды уверены, насекомые отравились после обработки полей. Местное сельхозпредприятие использовало опасные агрохимикаты. Вкладываемся, а в результате что-то не видим. А как будем готовиться к Апимонде? Градус выше и на термометре, и в стаканах людей. Охладиться отдыхающие лезут в воду, но вот выйти оттуда удается не всем. Перепады температур, спазмы сосудов, и человек теряет сознание. У спасателей горячая пора. Каждый день десятки спасенных. И он все дальше и дальше уже развернулся. Вот помогли, тут достали. Пекло 2020. Жара не сдает позиции. Люди спасаются от высоких температур, кто как может. Все голые, все сзади фонтан. Чего ждать на следующей неделе и когда столбик термометра упадет ниже 30? В Бурдянском районе увеличена группировка сил и средств для тушения пожара. Сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 19 июля в борьбе с огнем задействовано 352 человека и 103 единицы техники. Тушение возгорания осложняет то, что из-за значительного удаления водоемов, достаточных для забора воды, применить авиацию невозможно. Огнем охвачено почти 209 гектаров. Пожар бушует уже третьи сутки. Смог накрыл села, дым виден за сотни километров. С огнем сейчас борются спасатели и добровольцы. Власти тем временем призывают жителей ограничить поездки на природу и не разводить костры. Репортаж Эмилия Тимашева. Раньше эти люди приезжали в Бурзян в качестве туристов, но сейчас не до отдыха. Часть заповедника охвачена огнем. Теперь сюда едут десятки волонтеров, чтобы помочь справиться с лесным пожаром. Локализуем, будем уже размеренно, методично уже устранять сам пожар. Общий инструктаж, и дальше добровольцы делятся на две команды. Задача одна – взять пожар в кольцо и не дать ему распространиться. Кирилл Франюк о навыках пожарного знает лишь понаслышке, но когда узнал, что Бурзян в огне, решил, что должен помочь. Вместе с друзьями он приехал из Магнитогорска и всеми силами старается отстоять заповедник. Отстоять природу, которая пытается поглотить огонь, и надо быстрее действовать, пока не пошли дожди, надо пытаться тушить. Сложность в том, что погода сейчас на Урале очень жаркая, достаточно малейшие искры, там молнии, чтобы снова возник очаг пожара, и надо постоянно контролировать и помогать. Фронт пожара растянулся на 6 километров и продолжает расти. Инспекторы леса и волонтеры окапывают территорию, поливают водой, валят деревья. Пока это все меры, которые здесь предпринимают. И тем не менее, есть серьезные опасения, что пламя может начать распространяться с новой силой. Именно так сейчас выглядит заповедник. Вы можете видеть, что огонь продолжает распространяться, много дыма, даже немножко тяжело разговаривать, но тем не менее, за счет того, что трактор прошелся здесь и прокопал вот эту линию, можно сказать, что огонь будет остановлен именно здесь. Но за счет того, что пламя продолжает гореть и, возможно, подует сильный ветер, то есть серьезное опасение, что огонь распространится дальше и охватит еще большую территорию. Дождь, которого тут не было 2 месяца, мог бы решить проблему, но ждать погоды слишком рискованно, поэтому огонь планируют остановить огнем. Встречное подпаливание должно остановить пожар. К операции планируют привлечь около 50 человек и растянуть фронт на 6 километров. Эмиль Тимашев, Артур Ханов, Владимир Шевчук. Новости. Бурзянский район. Жара не сдает позиции. На улицах до плюс 40 люди изнывают от духоты, спасаются от высоких температур кто как может. Но вот некоторые развлечения таят в себе опасности. Чего стоит остерегаться жителям республики и какой будет следующая неделя в материале Айгуль Хатыповой. Мужчина прыгал, вытащил маленькую девчонку. Ладно, мужчина заметил, мы не заметили.
На этом участке глубина фонтана превышает 1,5 метра, что может оказаться губительным для маленьких детей. И по словам рабочих, малышей им приходится вытаскивать оттуда регулярно. Короче, у нас тоже как на юге. Все голые, все лазят в фонтан. То ли зной так на голову подействовал, то ли просто от отсутствия воспитания. Недавно открытый фонтан на Уфимском ГДК больше похож на скопление дикарей. И дело даже не в большом количестве людей, что в такую жару в принципе неудивительно. Некоторые жители словно забыли о правилах поведения в общественном месте. Оседлать скульптуру или исправить нужду в ближайших кустах для них словно стало нормой поведения. И даже администрация была вынуждена вынести предупреждение. Да и купаться в фонтанах тоже запрещено. И дело не только в пандемии. В чаше фонтана много острых металлических предметов. Сюда часто бросают мусор и стеклянные бутылки. Травму можно получить гарантированно, поэтому и купание здесь запрещено. К тому же вода техническая, ее меняют 2 раза в месяц. По словам специалистов, высокая температура – идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов. Дети рискуют подхватить кишечную палочку или получить кожное заболевание. Сам по себе фонтан представляет сложную конструкцию, некоторые элементы которой электрические. И хотя они не подвержены воздействию воды, все же опасность получить удар током во время купания есть. Фонтаны крайне опасны, потому что это полированный камень, это гранит и мрамор. Он обладает повышенной скользкостью при попадении малейшего количества воды, а влага здесь, как видите, в избытке. И подскользнуться, упасть и причинить тяжелый вред здоровью здесь это просто доли секунды можно. В самом пекле июльской жары оказались врачи. Работать в защитном костюме при обычной температуре очень жарко. Мгновенно промокаешь от пота. А уж когда термометр показывает под 40, и вовсе невыносимо. За 4 часа работы в полном обмундировании врачи теряют до 4 литров жидкости. В связи с этим Минздрав республики принял решение сократить время нахождения медработников в красной зоне. Поэтому мы смену перевели на 4-часовую работу. То есть 4 часа перерыв, 4 часа работы, 4 часа перерыв. За 4 часа это минус 4 литра жидкости, поэтому очень высокий риск обезвоживания, очень высокий риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. У нас острый практически дефицит реаниматологов, врачей-реаниматологов. У нас есть дефицит врачей-инфекционистов. По словам медицинских работников, по сравнению с прошлым годом количество обращений с солнечными тепловыми ударами выросло в несколько раз. Врачи акцентируют внимание на то, что при повышении температуры воздуха у пожилых людей, а также у тех, кто имеет сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания, существенно повышаются риски обострения и осложнений. Необходимо использовать солнцезащитные крема с SPF высокой защиты. В период солнечной активности не выходить на улицу, это с 11 до 16:00, носить легкую светлую одежду из натуральных тканей. Обязательно головной убор, выходя на улицу, брать бутылочку воды. Пища должна быть легкая, не переедать. Аномальная жара может повлиять и на жатву. Из-за высокой температуры хлеб теряет свою массу. И убрать озимые нужно в короткие сроки. Аграриев поджимает погода. И сейчас главная их задача – качественно и без потерь собрать урожай. Погода нас очень сильно подталкивает к уборке. 2-я неделя стоит уже жара. Мы объемы, к сожалению, теряем. Значит, мы хотели выйти в этом году на рекордный урожай, но я вижу, что пока мы видим на полях 3,5 миллиона зерна. Нам необходимо сейчас очень мобилизованно, очень быстро уборку начать и завершить, учитывая то, что ожидаем и, наверное, дождливую погоду. Экстремально высокие температуры почти всегда влекут такие природные явления, как грозы, град и ураганы. Так произошло и в этот раз. Но не стоит расстраиваться. На следующую неделю синоптики обещают, что погода стабилизируется. На предстоящей неделе сохранится неустойчивый характер погоды. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. И при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30. По словам синоптиков, такой аномальной жары в этом месяце больше не предвидится. До конца следующей недели сохранится теплая погода с редкими осадками. Айгуль Хатыпова, Азамат Мухаммедшин и Ильдус Камалеев. Итоги недели. А вот жители нескольких поселков в Уфимском районе в разгар жары остались без воды. До Зубова Лайф-2 и Зубова Лайф-Гарден влага просто не доходит. Кишкинский водозабор, питающий несколько населенных пунктов, не справляется с нагрузкой. Сейчас организован подвоз воды. Возле резервуаров образуются длинные очереди, однако на более чем 3000 жителей запасов порой не хватает.
В такую жару очень тяжело, с детьми, особенно в выходные, все дома, не постирать, извините меня за выражение, не в туалет, не подмыть даже новорожденного ребенка. Это очень тяжело. Приходится за водой приходить на дню по 3-4 раза в день, таскать это все на 3-й этаж. Для унитаза надо, для стирки надо, сполоснуться тоже надо. Схожая история в Алексеевке. Поселок питается от существующей системы водоснабжения местного совхоза. Большая часть воды используется для орошения сельхозкультур. В итоге холодная вода до домов днем практически не доходит. Для бытовых нужд приходится набирать горячую воду и ждать, пока она остынет. Такой способ бьет по кошельку сельчан. Из года в год это повторяется. Воды нет с 6 утра и до 11 вечера. Лишь только ночью есть шанс постирать белье, помыться, так скажем, даже элементарно. На сегодняшний день, оно, конечно, в долгосрочной перспективе, мы прорабатываем вопрос для того, чтобы полностью отойти от зависимости от совхоза, то есть создать свою автономную систему водозабора и водоснабжения. Но это пока вот на этапе проектов, пока на этапе поиска источника финансирования. В республике уже больше 140 жертв в воде. Это ровно вдвое больше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Много утонувших в Стельтамаке, Альшевском, Баймакском районах. А лидером в этом рейтинге является Уфа. Профилактические группы проводят рейды, просят людей не купаться в несанкционированных местах. Правда, многие отдыхающие на эти предупреждения не реагируют. И их тоже можно понять. В этом году на водоемах отдыхает в 3 раза больше людей. Пляжей не хватает. Из 113, которые должны быть организованы по плану, аттестовано всего 85. А в 9 районах и вовсе нет ни одного официального. Артур Шамсудинов продолжит тему. И он все дальше и дальше уже развернулся. Вот помогли, тут достали, отвозят на берег. Спасибо большое. Этот спасательный круг едва не погубил жизнь молодого человека. Марат попытался доплыть до унесенной ветром надувной игрушки, но выдохся и едва не утонул. Из воды его вытащили подоспевшие спасатели-общественники. Без происшествий у них не обходится ни дня. Эта женщина, например, даже не заметила, как на надувном матрасе очутилась в центре Кандрыкуля. Говорит, уснула. Просыпайтесь. Для спасателя Марселя Мавлиханова на реке что не место, то воспоминания. Здесь, например, на неделе он вытащил из воды сразу 3 человек. Молодые люди наспор решили переплыть с одного берега на другой. Где-то посередине силы закончились у всех. 4 метра глубина здесь. Но они бы не дошли уже своими силами. Уже они там так благодарили, что все, думали, попрощались с жизнью. Впрочем, не только спасенными жизнями измеряется их работа. Статистика смертей на водоемах идет почти вровень. На сегодня в Уфе 80 человек утонули, спасено 89, половина из которых дети. По данным Управления гражданской защиты, все несчастные случаи произошли на несанкционированных пляжах. Не только глубина представляет опасность для пловцов. Вот буквально на этом месте несколько дней назад утонул молодой человек. Здесь достаточно мелководно, но сыграл другой фактор. Вот отсюда теплые потоки впадают в более холодную воду реки Уфы. И опять-таки из-за этого перепада могут начаться судороги. Перепады температур, спазмы сосудов, и человек теряет сознание, теряет способность адекватно реагировать. На диких пляжах проводятся рейды. Зачастую нарушители на предупреждения не реагируют. Многие оправдываются, что здесь просто загорают, правда, затем лезут в воду. Другие вступают в конфликт с инспекторами, как, например, этот подвыпивший мужчина. Он, кстати, похоже, не понимает, что ему, возможно, спасли жизнь. 80% утонувших были в нетрезвом состоянии. Мы сидим, отдыхаем, никого не вспомнили. Ну, правильно отдыхаете. Не ругался, даже не ругался, матом не ругался. Нельзя ругаться. Пусть соседи скажут. Вот кто был соседи, пусть скажут. За каждым утонувшим это трагедия какой-то семьи. Я к каждому жителю республики обращаюсь и прошу, вы, когда употребляете спиртные напитки и заходите к воде, подумайте, не останется ли у вас ребенок сиротой, не останется ли у вас родители, к сожалению, с вашим горем. Ежедневно в рейд заступает более 250 мобильных групп, в том числе около 30 работают только по Уфе. Нарушителю грозит штраф до 3000 рублей. Правда, на первый раз инспекторы, скорее всего, ограничатся предупреждением. Это не смешно, вот это. Я живу около воды, 5 минут ходьбы, и я должен идти куда-то там на белую, на солнечный там, на белую, который там на это ехать. Ну. А вот интересно, я же говорю, 2 года назад здесь кто-то пытался организовать отдых, типа пляжа.
А им не дали развернуться ведь. Это еще одна проблема. Недостаточное количество официально разрешенных мест для купания, говорят любители позагорать. К примеру, в Уфимской Нижегородке нет ни одного. И это при том, что здесь живут 14 тысяч человек. Приезжают сюда, ходят с протоколами, писать штраф. Но это самый простой вариант. Я думаю, что нужно идти по другому пути. Наоборот, организовать все для детей. Чтобы здесь было и отдыхающие были, и люди были довольны. Из 113 пляжей, которые должны быть организованы в республике, аттестовано всего 85. В 9 районах муниципалитеты не открыли ни одного официального места для купания. На водных объектах данных районов, по оперативным данным, утонули уже 14 человек, в том числе 4 ребенка. При этом работа по оборудованию открытых пляжей до сих пор не завершена. Вы эти запоздали пляжи вот сейчас для кого мы готовите? Для моржей, когда уже жара отпадет? До 20 июля главам муниципалитетов поручено завершить работу по открытию пляжей. В связи с жаркой погодой и закрытием границ для массового выезда поток отдыхающих на водоемах республики вырос в 3 раза. Людей на официальных пляжах очень много. На этом, по рассказам самих спасателей, бывает до 1500 человек. Вот некоторые и предпочитают выбирать места подальше от суеты. По сути, добровольно беря на себя все риски. Артур Шамсудинов и Булат Садриев. Итоги недели. В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса. Число зараженных увеличилось почти на 260 тысяч. Это самый большой прирост за 24 часа с начала пандемии. Наибольшее увеличение случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. В Башкирии же за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. В тяжелом состоянии в больницах республики находится 30 человек, 9 из них подключены к ИВЛ. Всего в республике подтверждено 6307 случаев заражения COVID-19. Выписано за сутки 11 пациентов. На амбулаторном лечении находится 1431 человек. Интернациональная группа медиков из Башкортостана, которая боролась с коронавирусом в Амурской области, вернулась в республику. В аэропорту их встретила наша съемочная группа. Моя коллега Лилия Курбанова пообщалась с врачами и узнала, почему бригаду набирали только из тех, кто знает иностранный язык. Подробности далее. Живой? Конечно, живой. Живой! С медицинского фронта врачей встречают проректор, словно с войны. Почти так и было, только вместо вражеских пуль незримый вирус. Боролись за жизни в госпиталях Амурской области. Как говорят сами медики, попали в период пика пандемии на Дальнем Востоке. Они работали, как во время войны, в госпитале ковид. При нас за месяц в этом госпитале никто не умер. Мы всех вылечили. И достойно отработали. Группа медиков улетела из Башкортостана месяц назад. Желающих помочь Амурской области оказалось много. Отбирали самых лучших. В бригаде врачи и студенты БГМУ. При этом есть особенность. Нужно было знание языков. Дело в том, что среди пациентов много иностранцев, которые работают на крупном предприятии Амурской области вахтовым методом. На самом деле русских было даже меньше. Таджики, киргизы, сербы, китайцы, итальянцы, турки. Общались в основном, конечно, пытались на русском, на английском. Многие из нашей команды знали языки стран, скажем так, бывшего СНГ. И с китайцами иногда приходилось даже через Google переводчик. Но в итоге мы все равно друг друга понимали. Интернациональной получилась и сама медицинская бригада. Бегимай Исаналиева, студентка БГМУ, сама из Киргизии. Говорит, приходилось помогать с переводом. Неважно, какая там национальность, в какой стране ты находишься, мы все боремся, идем все к одной цели. В группе только те, кто уже имел опыт лечения людей с диагнозом COVID-19. У половины из них выявлен иммунитет к коронавирусу. При этом между сменами регулярно они сдавали тесты. Контрольный за несколько дней до возвращения в республику. Перед вылетом бригады из Башкортостана прошла тест на COVID-19. Результаты получили накануне, у всех отрицательные. Но все же приступить к работе они смогут только после 2-недельной самоизоляции. Лилия Курбанова, Вадим Исламов. Итоги недели. В республике в течение 48 часов готовы развернуть еще 1000 койко-мест. Это дополнительный фонд, который держит на случай, если число больных коронавирусом начнет увеличиваться. Об этом на здравчасе доложил Радио Хабирову министр здравоохранения Максим Забелин. Глава Башкортостана поручил Минздраву проанализировать процесс сдачи плазмы переболевшими коронавирусом. Сегодня в республике уже сделали 650 переливаний больным, и, как показывает статистика, в 70% случаев удалось добиться улучшения состояния пациентов. Также глава республики поблагодарил врачей за их тяжелый труд. Медики, кстати, переболевшие коронавирусом, в сентябре смогут поехать на реабилитацию в республиканские, пока еще закрытые, санатории и здравницы. Но расслабляться, отметил Ради Хабиров, еще рано.
Ситуация такова, что нам совсем далеко до расслабления. Как вы видите, ситуация с коронавирусом такая довольно стойкая. Мы вышли на определенный такой стабилизационный этап, но говорить о каких-то более позитивных вещах мы сегодня с вами не можем. И увеличивается количество и заболевших, и довольно сложная у нас ситуация в наших больничных учреждениях, хотя они на данный момент выдерживают так. И поэтому нам надо сейчас очень внимательно подумать о наших ресурсах, может быть, еще готовиться к более сложным временам. На здравчасе обсудили процесс организации борьбы с онкологическими заболеваниями. Рак занимает 2-е место в списке причин смерти. С вводом через месяц эксплуатацию пристроя к хирургическому корпусу республиканского онкодиспансера и Центра амбулаторной онкологической помощи ситуация в этой сфере должна улучшиться. В рамках нацпроекта здравоохранения открываются в муниципалитетах филиалы лекарственной терапии для лечения онкобольных. В июле ввели 100 коек в Белебее, Мисягутово, Нефтекамске и Сибае. Это позволит пациентам лечиться по месту жительства, не испытывая трудностей с переездом в Уфу. В Чешминском районе массово гибнут пчелы. Уже пострадали сотни пчелосемей из более чем десятка хозяйств. Незадолго до мора насекомых местное предприятие обработало свои поля. С этим пасечники и связывают гибель насекомых. Препарат, говорят они, стал отравой для пчел. Подробности в следующем материале. Слышу, что гула нет на пасеке. Подхожу, и вот такая вот на литках такая история уже вижу. Особенность пчел такова, рассказывает Лябиб Ирназаров, что умирать они улетают подальше от ульев. Если не в силах сделать это самостоятельно, из дома их уже выносят здоровые насекомые. Так что мертвых или еще бьющихся в конвульсиях пчел находят не внутри ульев, а возле них. Села вытащила кура, уже не. В траве полно пчел. Теперь это не пчелосемейство, а то, что от них осталось. Симптомы указывают на отравление, считают пчеловоды. Насекомые умирают по всему району. Пострадало уже 12 пасек. Сразу же поехал в поля смотреть, где что обрабатывали. Свежие следы я уже заметил. Вот. Ну, явно, что это было отравление. Это не болезнь пчел, а отравление. Если такая погода вот стояла, такое разнотравье вокруг у нас сейчас цветет, все хорошо. Ну, тонну я спокойно получил бы. 300 тысяч тонна. 300 рублей килограмм идет. Сейчас все, что остается пасечникам, подсчитывать убытки. А ведь начиналось все хорошо. На прошлой неделе радовались первым сбором. Взвешиваем и узнаем, сколько килограмм привеса дает. И каждый день 4-5 килограмм. Мы до такой степени радовались. Рекордные, да. Для Чешмов, для деревни Чешмов это. И думали, вот газ проведем в этом году. В дом въедем. Вот такие планы строили. Ну, все рухнуло у нас. Причина мора, считают пчеловоды, инсектицид, которым обработали поля. Самум – это препарат 1-го класса опасности. А ведь месяц назад в местной газете пасечники уже заявляли о том, что от таких средств их насекомые могут погибнуть. Обработанные земли принадлежат компании «Башкир Агроинвест». На встречу с пострадавшими предпринимателями приехал агроном компании. А вы знали, что такие могут быть последствия вообще? Как так получилось, что вот именно в такой степени опасности был препарат? Да. Мужчина был немногословен, но признал, препарат был сильно действующий. А вот получить оперативный комментарий от руководства компании не удалось. Уже известно, что пострадало более 300 пчелосемей. Период распада препарата около 2 недель. Предприниматели опасаются, что это добьет оставшихся насекомых. Я вижу решение вопроса все-таки в том, чтобы это препараты применяли с это низшим классом опасности и более это коротким это периодом распада. Это позволит, это единственное решение вопроса, которое это позволит и аграриям это урожай получать, и пчеловодам это получать свой мед. Специалисты Чешминской ветстанции отобрали пробы, взяли на анализы погибших пчел. Также будут проверены и обработанные поля. Создана комиссия, но для пчеловодов уже все ясно. Прибыли не будет. Хотел вот детям помочь, ипотеку выплатить своей тоже. Но, увы, ничего не получается. Постоянно вкладываемся, а результата что-то не видим. А как будем готовиться к Апимонде? Друзья везде у меня матководы, все пчеловоды по России. Из Турции есть у меня тоже знакомый. Они все собираются приехать на Апимондию. Я не знаю даже, что я покажу здесь.
Депутаты регионального парламента вышли с инициативой нового закона в Государственную Думу, одна часть которого касается порядка предупреждения о планируемой обработке полей, а вторая – ответственности проигнорировавшим правила. Пока это будут штрафы, но законодатели планируют ратовать и за уголовную ответственность. Для физических лиц они составляют от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч, но для юрлиц там от 30 до 100 тысяч где-то. Вот в таких рамках пока предусматривается законодательная инициатива, и мы думаем, что это далеко не последние шаги будут для того, чтобы защитить интересы самого пчеловодства и пчел. Для многих пчеловодов пасеки – это доход, на который они живут в течение года. На восстановление нужны время, силы и средства. Смогут ли оправиться после мора насекомых предприниматели? Возможно, что вместе с пчелами погибнет и их желание начинать все сначала. Динара Таймасханова, Анастасия Чубаева, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. В Стерлитамаке молодежь устроила дискотеку в парке Гагарин. Около сотни молодых людей не соблюдали дистанцию и были без масок. Некоторым было всего 14 лет. На место выехали сотрудники МВД и представители молодой гвардии «Единой России». Заведение оцепили. Некоторые из гостей праздника успели убежать через забор. У остальных же взяли объяснительные и вызвали родителей. На руководство заведения составили протокол, а 17-летнего организатора вечеринки забрали в полицию. Бывшая сотрудница социального приюта, унижавшая детей, предстанет перед судом. 22-летняя Адиля Нурулина обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженная с жестоким обращением. По версии следствия, в мае этого года девушка потребовала от одного воспитанника ударить 3-летнего ребенка. В другом случае заклеила 9-летней девочке рот скотчем, выражалась нецензурной бранью и ударила ее линейкой по рукам. Все происходящее Адиля Нурулина снимала на свой мобильный телефон и выкладывала в Инстаграм. На реке Сим в Иглинском районе произошел разлив нефтепродуктов. В воду они попали из отсеков затопленной баржи. Группа лиц решила разобрать судно на металлолом. Сейчас на месте установлены заграждения для масляной пленки. Разлив локализован и идет откачка нефтепродуктов. Также взяты пробы воды представителями Росприроднадзора и Минэкологии. Территория близлежащего пляжа огорожена. Купаться там запрещено до окончания работ. На базе УМПО создан крупнейший в России центр по производству узлов для вертолетных двигателей. Также на предприятии заложили первый камень будущего центра профессионального образования авиационного кластера госкорпорации Ростех. С такими перспективами на этой неделе УМПО отпраздновала 95-летний юбилей. С праздником коллектив моторостроителей поздравили глава Башкортостана, заместитель министра промышленности и торговли России, руководство госкорпорации Ростех, а также представители ведущих компаний авиационной отрасли страны. Бессмертный полк не состоится 26 июля. Шествие решили перенести из-за эпид-обстановки. Организаторы мероприятия добавили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит ситуация в стране. Соблюдение социальной дистанции противоречит духу бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу олицетворяет всеобщее единение. В нем принимают участие семьи целыми поколениями, отметил сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Елена Цунаева. В Башкортостане удалось остановить пикирующее падение рождаемости. Если в предыдущие годы темп снижения был в 4 раза выше, минус почти 2500 рожденных, то в первом полугодии 2020 года минус 613. Вице-премьер, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова озвучила данные на этой неделе на совещании в правительстве. Эксперты, опрошенные БСТ, назвали факторы, которые укрепят позицию. Подробнее Екатерина Тимиряева. Жительница Иглинского района Роза Гулай с мужем воспитывает 6 детей – Александру, Сергея, Соню, Марию, Ваню и Тихона. Самый старший сейчас в армии, младший в коляске, ему всего полгода. Многодетная мама росла в детдоме, родители оставили ее еще в роддоме. Признается, что даже не мечтала о большой семье, но понимает, самая главная ее ценность в детях, в которых она видит свое будущее. Много же разговоров идет. Зачем рожать, когда там ни денег, ни заработки, ничего нету, ни жилья, ничего нет. Вот я заметила, с каждым ребенком что-то приобреталось, какие бы проблемы ни были, чтобы то что-то разбогатеть. Нет, мы от этого не разбогатели. Мы разбогатели только от этого, то, что душой, вот, то, что у нас вот накопилось, кому любовь отдавать.
Азамат и Алия Мухаммедшины женаты 4 года. Таких называют child-free – свободные от детей. Супруги мечтают и о сыне, и о дочке, но решили, что сначала им нужно купить жилье. Поэтому пока копят на первоначальный взнос. Дети будут, детей хотим, но хотим, чтобы у нас дети жили в большой свободной квартире. И самое главное, чтобы они жили в нашей квартире. То есть сейчас так вышло, то, что мы живем на съемной квартире, и это постоянные переезды, это может быть неожиданные переезды, то есть ты договариваешься с человеком, что будешь там жить год или на 2 подписываешь договор. И так часто выходит то, что вдруг неожиданно кто-то, какой-то родственник может приехать или еще что-то, и приходится срочно съезжать. С детьми так жить, я считаю, что это вообще не вариант. Как следует из данных Госкомитета Башкортостана по делам юстиции, в Башкортостане с начала года более 20 тысяч рождений. Младенцы в основном появились на свет в многодетных семьях. Сокращение на 10% в семьях, где могли бы появиться первые дети, и на 6,5%, где вторые. При этом в целом произошел перелом. В сравнении с полугодием 2019-го минус 613 рождений, в то время как в предыдущие годы их число превышало в 4 раза. В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана удивлены тому, что многие не знают о возможности получить выплату при рождении первого ребенка. У нас есть такая выплата на рождение первого ребенка семьям, у которых средний душевой доход в семье ниже 2 прожиточных минимумов. Это только с этого года, с 2020-го, такая планка отсечения. То есть раньше было 1,5 прожиточных минимума. То есть это было 14 287, по-моему, рублей. Сегодня это уже около 20 тысяч рублей. То есть все семьи, в которых средний душевой доход ниже 20 тысяч на человека, имеют право на эту выплату, родив первого ребенка. Эксперты говорят, что опыт Башкортостана по росту рождаемости именно в многодетных семьях уникален в целом по Поволжью. Третьи и последующие рождения в республике составили 17%, в остальных регионах ПФО около 15%. Проведенный опрос показал, с чем это связано. Первое – это, конечно, ценностные установки. И это самый определяющий фактор. Но помимо этого респонденты приводят такие факторы, как уверенность в завтрашнем дне, социальная инфраструктура, то есть наличие детских садов, школ, городская инфраструктура, это парки, это детские площадки. И четвертый фактор, который приводится в последнюю очередь, но тем не менее входит в 5 лидеров, это материальная поддержка. Инфраструктура будет и дальше развиваться. В этом году в Башкортостане планируется открыть 24 детских сада почти на 4000 мест. Кроме того, на федеральном уровне объявлено об увеличении маткапитала и выдаче его уже за первого ребенка. По прогнозу правительства республики, в этом году ожидается около 40 тысяч рождений. Екатерина Тимиряева, Анас Валиуллин, Вадим Исламов. Итоги недели. На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.